Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашу инициативную группу по увековечению памяти и восстановлению доброго имени жертв политических репрессий в Мордовии вошел профессор, доктор исторических наук Владимир Кузьмич Абрамов. Владимир Кузьмич, расскажите, пожалуйста, вы очень много десятилетий занимались темой исследования репрессий, которые происходили у нас в республике. А почему вы заинтересовались этой страшной и опасной темой? Я писал кандидатскую диссертацию «Крестьянство Мордовии в годы гражданской войны». И уже тогда я заметил, что в рамках так называемого красного террора очень было много людей репрессировано, расстреляно, арестовано, причем людей очень часто совершенно невиновных. Когда я стал заведовать кафедрой новейшей истории народов России, это с 1998 года, я просто не мог пройти мимо этого события. И по мере того, как я узнавал о масштабах вот этих репрессий, казней, то я понимал, какая страшная беда, катастрофа настигла нашу страну, и в том числе нашу маленькую Мордовию. И просто я и по специальности, а потом уже и по стремлению, я не мог пройти мимо этого явления, страшного явления, страшной трагедии, прямо надо сказать. Рисковали. Потому что большинство... Да нет, вот тогда, это же была перестройка, 90-е годы, начало. Было очень много информации по этому поводу в различных издательствах, изданий, все это выплеснулось. И тогда многие этим делом, как говорится, заинтересовались. Но, к сожалению, с течением времени люди все меньше и меньше обращают на это внимание, а большинство просто даже не имеет представления о том, что произошло. А произошла ведь страшная вещь. Вот что произошло? Произошло вот что. Если говорить просто одним словом, России сломали хребет. Вот что произошло. Как мы начали раскручивать это дело? В 1998 году я организовал конференцию научную по как раз репрессиям. Поподробнее. Репрессии 30-х годов в Мордовии и их последствия. Приезжали многие ученые, в том числе из Москвы приезжали. И вот после этого было много, кстати, информации в местной прессе у нас. И после этого со мной связался покойный заместитель прокурора господин Тимошкин. И он, мы уже высказывали там мысль, что надо найти эти захоронения. И он со мной связался, говорит, давайте мы выделим машину, и все, а вы давайте организуйте студентов. И вот мы 2 раза выезжали со студентами, правда, я обращался к студентам, поднимали руки многие, но на место сбора приходили единицы. Вот это такое было. И мы в 2 местах закладывали по 2 шурфа, это в районе 1-й поляны, так называемой, и потом в районе 2-й поляны. Где? 2-я поляна, где потом мы и нашли. А 1-я? Вот 1-я поляна, вы ведь сторожил Саранска, да? Сейчас 1-я поляна, где вот эта зеленая поляна, знаете, зеленая роща, да? Угу. Вот там 1-я поляна. А 2-я поляна туда подальше, где сейчас родник Богоявленский. Вот. Просто так называли, тогда там деревьев не росло, это были поляны, это было место отдыха. А вы, кстати, рассказывали мне, что как раньше назывался этот Богоявленский ручей? Эряфлей он назывался, Пирзянский, источник жизни. А еще раз произнесите. Эряфлей. Угу. Вот. Потом почему-то я в один прекрасный день еду и смотрю, таким толстым штырем железным прибита к дереву табличка, и там написано, значит, Богоявленский, родник Богоявленский. Вот кто-то постарался. Вот так вот мы уже знали, что где-то в районе, мы не нашли ничего, потому что мы люди неопытные в этом отношении были. И потом я через какое-то время, у меня были студенты, и вот один студент, к сожалению, забыл его фамилию, очень активный парень, молодец, с Рамаданского района, он говорит, рассказывал нам, мы устраивали там беседы со студентом, он рассказывал, как они в Ростовской области где-то, по-моему,
вот нашли захоронения и так далее, и так далее. Я говорю, ну то, что вы занимаетесь, это очень хорошее дело, благородное, поиски солдат, останков наших солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Но ведь у нас же здесь тоже есть свои. Почему же не ищете-то? Он вот вышел на Николая Андреевича Кручинкина с этим делом. Он связался со мной, или я уж связался с ним, я не помню, как получилось. И вот они потом, в 2004 году, уже они собрали, он собрал команду, около 100 человек. Я в молодежном клубе выступил перед ними, рассказал, кого они должны искать, что это за люди и прочее, прочее. И вот они, ребята, молодцы, они поехали. Вот. Ну, это место я им поляну-то показал, потому что мы примерно знали. До этого мы с ним выезжали на это место. Вот. И, так сказать, он примерно, он опытный человек, он сразу определил, где это можно быть. И они в первый же вечер нашли 4 братских могилы, в первый же день. А вот, по-моему, через год они нашли еще 3 братских могилы. Там сейчас найдено 7 могил братских, потом плиту положили. Вот, собственно говоря, как все началось. А по мере того, как я это дело изучал, я понимал, что произошло. Это была страшная трагедия. Это была селекция. Ведь вот говорят, вот было раскулачивание. Для чего сделали раскулачивание? А на нас могли напасть, понимаете? Поэтому нам нужна была мощная промышленность, нужна была армия сильная, вооруженная, по последнему слову, техники. И из-за этого надо было идти на жертвы. Но ведь дело-то в том, что курс на войну, на мировую революцию, а мировая революция – это мировая война-то, сделали как раз большевики. И как потом Ленин от нее отказался, он вообще отказался, он вернул НЭП. Это НЭП аббревиатура чисто пропагандистская, новая экономическая политика, никакая это не новая политика. Это возврат к старым рыночным отношениям, потому что Ленин, он в ужас понял, что произошло. Я сильно подозреваю, что инсульт там с ним произошел. И вот из-за этих, он умный человек был, он понял, что после голода 21-22 года. И он же здоровый, физически здоровый человек был. И с ним произошла такая страшная вещь. Со Сталином такой вещь не происходила. Наоборот. Даже во времена войны все равно этот коммунизм, благодаря которому умирали люди от голода, все равно он упорствовал. Нет бы отказаться хотя бы на войну от этих дремучих идей экономических. Вот я хочу продолжить свою мысль. Да. Понимаете, что произошло? Вот раскулачивать. То есть мы готовились к войне. И готовились к войне целенаправленно. Первый пятилетний 28-32 год. В 1932 году подвели итоги первой пятилетки. Оказалось, что мы вышли на 2-е место в мире по общему объему промышленности. И, об этом обычно забывают говорить, на 1-е место в мире по запасам оружия. Так вот, что должны были чувствовать западные страны, та же Франция, Великобритания? Им воевать-то как раз не надо было, они уже войну выиграли. Они делили между собой вот эти колонии, переваривали их. Им было не до войны. Но в таких условиях они должны были испугаться. Они испугались. В 1932 году подвели итоги первой пятилетки, а в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер с лозунгом «Дранг на хвост, натиск на восток». И никаких санкций против него не было, ничего. И международные корпорации помогали, они же его подкармливали. Это все правильно. Все-таки оружие он производил не на территории западных стран, а на территории Советского Союза. Это естественно, у нас потом очень хорошие... Нет, и армию свою обучал. До Гитлера были хорошие отношения. Здесь у них были полигоны. Здесь в Липецке у них танкистов, был аэродром. летчиков обучали на территории Да, где обучали Геринг, там обучал летчиков. Ну, а западные страны... В Казанском танковом училище, Казанском, там готовили танкистов. Я, кстати, там стажировку проходил перед армией. Нам все это рассказывали. Ну, западные страны все-таки не обучали немецкую армию. Западные страны не обучали. Так что кто уж, если уж кто помогал Гитлеру, то... Советский Союз, вот. Естественно, тот же Сталин помогал. И прочее. А деньгами как раз американцы помогали Советскому Союзу, спасая от голода миллионы людей советских. Это уже не надо, так сказать. Ну, хорошо. Это голод 21-22 года, это были международные организации. А Американская ассоциация помощи, Международный союз помощи детям, от Лига наций во главе с Фритьёфом Нансеном. Я этот вопрос тоже изучал. Если у вас будет интерес, как говорится, я вам это расскажу. В том числе на территории Мордовии, вплоть до того, сколько было столовых по каждому уезду. Вот, я сейчас хочу вернуться опять. То есть вот Гитлер – это был ответ Запада на поползновение Советского Союза насчет мировой революции. Теперь перейдем к раскулачиванию.
Не надо забывать, что землю делили поровну. Всегда в общинах при надельном землевладении землю делили поровну. Ну, иногда кому-то лучшие участки подали, потом при следующем переделе им давали похуже участки. Это обычно. Так вот, мы сразу что должны сказать? В одинаковых условиях какой человек мог разбогатеть с этого участка земли? Во-первых, физически здоровый, крепкий, который мог физически работать, пахать, сжать, барановать и прочее, собирать урожай. Во-вторых, человек с хорошей самоорганизацией, то есть что значит? Он эти деньги заработал, он их грамотно вложил, он их не пропил и так далее. Вот такие люди богатели. Это же самая интеллектуально развитая и физически развитая элита, соль земли. Извините за выражение, самцы, если брать, производители. Генофонд нации, вот что это такое. И вот этих людей арестовывали. Назвали кулаками. Расстреливали. С семьями, как правило, многочисленные семьи у них были, ссылали в неприспособленные места, где они тысячами и десятками тысяч умирали от голода, от болезней в скученных местах, от отсутствия медицинского обслуживания и прочее. Произошла селекция. А кто был бедняком? Человек, который не мог работать на это, заработать деньги с этого участка. По какой причине? Ну, не знаю. Больной не мог работать. Физически больной. Хорошо, работает больной, не смог сберечь. Ну, пьет. Или, видимо, не вполне физически или интеллектуально развит. Не может как-то распорядиться этими деньгами. Не может самоорганизоваться. Вот эти люди оставались и производили потомство. А потомство тех умирало. Происходила селекция по ухудшению генофонда страны и, прежде всего, России. Зато они очень любили новую власть и льстили ей, и поддерживали, и голосовали за нее. Естественно, эта власть им давала. Конформисты, Естественно, эта власть им давала. Они же в селе, они такие не пользовались ни уважением, ничем. А здесь он стал активистом, он стал начальником, он стал, как не любить такую власть? Вы что? Вот что я хотел сказать. Но я бы опять хотел сказать, что вот остановить, что сама революция 17-го года, вот там говорят, Ленин ее производил. Да нет, революция была стихийна. Взрыв произошел до Ленина. Ленин был в Швейцарии, он даже и не знал, что тут будет что-то. Все это произошло, потому что вот старое, заскоруслое правительство во главе с очень неспособным царем, он хороший человек был, но он, как государственный деятель, он был никчемный, он был слабый. И он довел страну до того, что до этого социального взрыва. Все это произошло без большевиков. Большевики уже потом, в ходе власти, они благодаря тому, Ленин был очень хороший тактик, оратор, он, как говорится, организатор прекрасный был, он соорганизовал партию, и они смогли захватить власть, и потом эту власть они уже не отдали. Вот в чем роль Ленина. И проводили-то они революцию-то, в общем-то, с благими намерениями. Но, как мы знаем, благими намерениями вымощена дорога, куда мы знаем, в ад. Но они благие намерения, но они обещали мир, а начали войну против всего мира. Нет, они обещали землю крестьянам, а отдали номенклатуре. Все имущество. Это все было потом. То есть они все обманули? Нет, ну, не так. Так вот тоже упрощенно не надо делать. Вы ученый, вы поправьте меня. Вот я вам просто скажу. Да, обещали мир. И мир заключили на очень плохих условиях. Брестский мир с Германией заключили. Условия были очень нехорошие. Отдали Прибалтику, там все такое и прочее. Даже выплатили, обещали, вернее, выплатить 500 миллионов там золотых рублей и прочее. Но снова же на Польшу стали нападать. Минуточку. Молчу. Давайте я уж как-нибудь выскажу сначала. Да, извините. И все. Вот. Мир обещали. Землю передали. Причем передача земли это была не большевистская программа. Это была программа эсеровская. И Ленин так и сказал, что это не наша программа, но большинство крестьян возьмем, пожалуйста, берите. И землю разделили, именно отдали крестьянам. Но как отдали? В землепользование. Считалось, что она государственная земля. Но а поскольку во главе государства стоит народ, значит народная земля, значит и ваш. То есть вот это было соблюдено. Фабрики опять-таки передали рабочим под рабочий контроль. Это да, это все эти лозунги большевики выполнили. Но что произошло потом? Очень интересно. Рабочий контроль уже к началу 18 года фабрики эти развалил. Почему? А очень просто. Рабочий что хочет? Меньше работать, больше получать. Все.
И если там капиталист их как-то держал, он же капиталист не просто хозяин, он организатор Инвестиции, инвестиции, накопления, он да. же, да, и все прочее, он же и связи экономически налаживает, организаторы и так далее. А тут митинг, давай решим, зарплату повысим, а работать будем меньше. Ну, повысим. Лентяев увольнять нельзя. Нельзя, да, тут все рабочий контроль был. В результате промышленность развалилась. К концу гражданской войны в 7 раз промышленность развалилась. И говорит, не война, не разруха. Вот эта система. А потом смотрите, села промышленность, нарушился товарооборот между городом и деревней. Чувствуете? Город уже, деревне ничего не мог дать из товаров, потому что их нет. А есть-то надо. Следовательно, что у деревни надо отбирать хлеб. Вот отсюда продразверстка, отсюда продотряды и прочее, прочее, прочее. Это уже А и Б. А с другой стороны, гражданская война началась. Эсеры после разгона учредительного собрания объявили войну эсеры большевикам. То есть формально, юридически они начали войну. Конечно, большевики они их подтолкнули к этому делу, это ясно. Видите, что Но происходит? кто-то говорит, что красный террор начался уже зимой 18-го. То есть они как пришли и сразу начали террор. Не до лета, а они было, сразу начали уже. Это было, это было, да, это было. Но вы же понимаете, когда выплескивается это все, матросов, вот они взяли власть, матросики, кокаина, надышались, понимаете, или напились в царских погребах там водки. И вот они, матросы, вырвались из этих казарм на улице. И вы представляете, что там было? Какой хаос и прочее. И грабеж квартир и прочее. Потому что и среди матросов ведь всякий народ-то был. И среди солдат. А там 150 тысяч солдат было. И которые уже перестреляли офицеров. И вот эта волна вырвалась все это на улице. И там понятно, что были убийства и так далее, и так далее. Но я говорю о красном терроре, когда он был официально объявлен большевиками. До того в стране, как говорится, как говорят англичане, хорошую собаку наускивать не надо. Вот. Так вот, а уже когда вот началась война, в рамках войны 5 сентября уже большевики объявили официальный красный террор. А до этого тут, и у них-то власть-то, вот мы сразу думаем, вот Ленин пришел к власти, и сразу вся страна ему подчинилась. Да ничего подобного. Сначала у него был Петроград, а потом они, Москва, значит, Ярославль, другие города стали брать под себя. Да и разные организации коммунистические, они ведь по-разному все это воспринимали. И свой вождь, свой маленький вождь, как говорится, Ленин в каждом месте был. И прочее. То есть это было сложно. И только к концу 20-го года, где-то к 20-м году, большевики, по сути, установили, а на Дальнем Востоке в 22-м году только установили свою власть полностью. Вот. И как только установили власть, вот тут Ленин уже от диктатуры партии, он сразу, диктатура партии политическая осталась, но он перешел к НЭПу сразу от военного коммунизма, который считал, что он, в общем-то, разрушил страну. Вот мы немножко отвлеклись от темы. Но затем, я вот смотрю, Ленин все-таки старался, он потом уже, вот наиболее жесткие проявления террора он убрать старался. Например, вот некоторые его горячие сторонники призывали философов, которые выступали, ведь дискуссии-то остались, расстреливать и прочее. А он что сделал? Он их выслал из страны. Помните такой пароход, даже, по-моему, 2 парохода их там было, и говорили, вот он их что сделал? Мозги из страны выгонял. Он не выгонял, он спас этих людей от смерти, потому что в 1937 году их бы, конечно, Сталин разрушил, уничтожил. При Лене и церкви ведь не разрушались. Боролись против религии, религиопиум для народа. Священников арестовывали, бывало, и расстреливали. Но расстреливали не за то, что он священник, а за то, что он якобы высказывает мысли контрреволюционные против советской власти. Вот это надо понимать. Священников стали сажать и расстреливать при бывшем учащемся духовной семинарии Иосифе Виссарионовиче. Вот это вот нужно понимать. И поэтому то же самое коллективизация. Я вот думал, коллективизацию придумал Ленин. Ничего подобного. Ленин понимал кооперация. И уже 85% крестьян к 23-24 году она уже была кооперирована. Он это и считал вот той коллективизацией. Когда объединяется продукт, конечный продукт. А вот Сталин, он объединил полностью не только конечный продукт производства, но и сами средства производства крестьян. И по сути крестьян он загнал во второе крепостное состояние. Если у Маркса почитаете, что характеризует феодализм и крепостничество? А там четко написано. Во-первых, земля принадлежит феодалу. Крестьянин земли не имеет.
Во-вторых, крестьянин должен работать. На кого? На феодала, у кого есть земля. И за это феодал ему дает землю, участок земли, чтобы он прокормил себя. Прибавочный продукт на феодала, а кормится сам с этой земли. Вот крепостное состояние. А потом это экономическое принуждение, поскольку они могут уходить, крестьяне, дополняется внеэкономическим. То есть запрет уходить от феодала. Что у нас было, как вы помните, в 17 веке введено. Дальше, ну и в 16 веке тоже вводилось. Возьмем колхозную систему. Кому принадлежит земля? Государству. Вот это феодал, главный феодал. Кто управляющий? Председатель колхоза управляющий. У крестьянина земли нет, он вынужден работать на феодала. За это ему дают участок земли. При царе давали 6 соток, 8 соток, говорили мало. Тут стали давать 40 соток, говорят много. Чувствуете, чем пахнет? Крестьянин хочет уйти из колхоза, а у него нет паспортов. Только при и потом, Хрущеве да, дали только при паспорта. Хрущеве стали давать паспорта. Ну, по вербовкам давали. В армию или по вербовкам. Вот здесь можно было уехать. Но куда по вербовкам? Ведь хорошее место не завербуют. Это шахты, это лесоповал. Из Мордовии вот еще в Новотроицкие шахты, известняковые шахты посылали, карагандинские шахты там, и так далее. А за колоски 10 лет. Это уже, да, позднее. Это уже позднее. А вот скажите, почему жители, проживающих на территориях, впоследствии вошедших в состав Мордовской области, большинством в 17 году на выборах в учредительное собрание, на честных выборах, не сфальсифицированных, самых демократичных в мире, большинством подавляющим проголосовали за террористов? За Почему за эсеров? террорист? За эсеров. А это не террористы? Это не одно и то же. Почему? Не одно и то же. Дело в том, что эсеровская партия, она была более аморфна, чем большевики. У большевиков была жесткая система. Жесткая система. Это, помните, еще на втором съезде мартовский план и ленинский план, план демократического централизма, что большевиком может быть, членом партии большевиков может быть каждый, кто придерживается программы устава и лично работает в одной из организаций. И дальше, при обсуждении проблемы, каждый может высказывать свое мнение. Но как только вопрос принят, решен, то все, независимо, ты его поддерживаешь или нет, ты обязан выполнять. Вот это жесткая система большевиков, которая помогла им захватить, потом удержать власть. У эсеров такого не было. У них были разные направления, и вот, ну, хочешь поддерживай, не хочешь не поддерживай. Понимаете? Это внутренняя демократия Да, партийная. у них была... Но людей-то они убивали каждый месяц, они убивали по всей стране. Там у них было левое Террором. крыло. Они же не называемое. отреклись от этого крыла. Вот, Значит, они поддерживали, может, нет, косвенно? ну все правильно, они терпели, ну, критиковали и так далее. Это Борис Савенков у них был. Народоволец, это еще со времен народовольчества, это терроризм, он на Руси был силен. Потом они отказались, от него во время выборов учредительного собрания они отказались от СССР. И потом после разгона этого учредительного собрания, вот тогда уже, когда 8-й совет партии эсеров собрался, они объявили войну большевиков, и снова они вернулись, как говорится, к идее террора. Вот тут они вернулись. Это было уже весной 18 года. Но в ответ на это многие члены партии эсеров, они отказались поддержать террор, и не только члены партии, члены ЦК партии эсеров. Они отказались поддержать террор и отошли от этой деятельности, потому что они понимали, что это гражданская война. Вот среди них, надо сказать, два выдающихся представителя и два выдающихся ученых, кстати, финно-угра. Один известный вам Петерим Сорокин, слышали про такого, да? Ну, его некоторые считают основателем современной социологии. Он коми по национальности, он потом отошел от этого и эмигрировал за границу. Да, и он там в Америке там вот организовал как раз социологический факультет и прочее, прочее. Кстати, бывший был секретарь Керенского. А вот второго... Кондратьева пытался спасти, но вот, потом не удалось ему. Вот, понимаете, а вот второй, не менее известный ученый, который, кстати, в Мордовии очень мало знают, это Мордвин Сумгин Михаил Иванович, основатель современного мерзлотоведения. Вот он человек, который, конечно, он был в революции, его исключили из университета, он потом поехал, ну не поехал, а его сослали в Сибирь, и вот там в Сибири он заинтересовался мерзлотоведением. Это крупнейший ученый был. Его именем назван один из крупных кратеров на Марсе, там ледник
на Дальнем Востоке и прочее, прочее, прочее. Это вообще крупнейший ученый. Его просто в академию не брали за его эсеровское прошлое. Вот он тоже был членом ЦК партии эсеров, но отказался поддержать террор. Владимир Кузьмич, Да? а что такое... Кстати, Мордвин он был, я сказал это? Да. А что такое большой террор? Если вот как ученый кратко описать это. Большой террор считается, что где-то до 1937-1938 года это так было. Ну вот у нас накануне коллективизации в Мордовии арестовали, только арестовали тогда 2364 человека. Это с января по 1 марта. За 2 месяца. Перед коллективизацией массовой. Это было в 30-м году. Ну, считалось, что это так себе. Вроде бы их ссылали, но особо не расстреливали. А большой террор, это считается как раз года 37-38 год, когда уже начали целенаправленно хватать всех оппонентов Сталина, вот, ну или кого считали оппонентами, оппозиционерами. И вот тогда, в эти годы, было расстреляно где-то около 700 тысяч. Ну и пораньше, конечно, начали там, и до 30, около 700 тысяч человек только расстреляно. Причем опять в этот террор ведь кого брали-то в основном? Тут уже рабоче-крестьянскую интеллигенцию начинали убивать. Опять селекция происходила. Понимаете, что происходило? Вот. И вот для того, чтобы понять, какие были последствия у всего этого, ну а потом что произошло? Сверху спустили планы, сколько, где кого расстреливать, убивать. Ну а местные товарищи, они всегда, не только в Мордовии, везде, они всегда у нас рвутся, только, скажи, фас. Это сразу набросится, моментально. Потому что очень многие люди жизнью недовольны, им только нужно указать виноватого. А кто виноват? А вот буржуй виноват. А вот оппозиционер, а вот троцкист виноват. А вот оппозиционер. Понимаете? А вот американский империализм виноват. Только покажите. И сразу уже ненависть и все такое. Так вот, местные, они уже стали планы перевыполнять. И в рамках вот этого террора большого, они уже стали свои делишки обделывать, понимаете, цели преследовать. Если кому-то нужно занять место начальника, он пишет на него донос, начальник убирает, он становится начальником. Если живут в коммунальной квартире, у тебя одна комната, у него одна, он пишет донос на того, квартиру передают ему. Понимаете, что происходит? А вот эти вот друзья, нет, сейчас я скажу, почему я показал туда. Вот. Это уже мы сейчас переходим к местным НКВДистам, с местным спецслужбам, которые занимались вот этим большим террором как раз у нас в Мордовии. А вы скажите, где мы сейчас находимся? Вот где мы сейчас находимся, здесь, на этом месте, располагалось здание НКВД. Тут было 2 здания, значит, здание НКВД и прокуратуры вот в этом месте. А вот там, куда я показал, это вот восточная сторона этого здания, где сейчас глава администрации находится. И вот эта гостиница, административная гостиница, там находилось 2 двухэтажных здания саранской тюрьмы. Под этими зданиями раньше, до революции, были склады, торговые склады, очень лабиринт этих складов, которые были переоборудованы под камеры, и там содержались заключенные. И вот этих заключенных уже в 1937-м начали арестовывать. Вот. И там было открыто несколько дел. Наиболее крупные дела это были Идель-Урал. Ну, считалось, что это националистическая организация татарская. И крупное дело о так называемом мордовском, слушайте, право-троцкистском, буржуазно-националистическом, террористическом блоке. Вот нормальный человек этого придумать не мог. Это придумал шизофреник. И до этого террор был более-менее... Он был Везагер здесь, работал, потом его, естественно, тоже расстреляли за то, что слишком либеральничал. А вот на смену ему пришел Красовский, кстати, дворянин бывший. Перевели его из Карелии сюда. И вот он здесь подобрал такую группу, которая в рамках вот этого террора уже стала преследовать собственные интересы. Не преследовать, а выражать собственные интересы и добиваться своих целей. Каких? Ну, во-первых, должности, премии, зарплаты и все. Нужно было как-то проявиться, и нужно было что-то организовать, раскрытие какого-то крупного дела. И вот они это дело организовали. Конечно, никакого мордовского блока не было. Это они сформулировали сами, состряпали. И, короче говоря, начали туда, по этому блоку проходило несколько сот человек.
из которых 23-24 мая 1938 года 70 человек вот здесь были расстреляны в ночь с 23 на 24 и с 24 на 25. Были расстреляны. Это был цвет мордовской интеллигенции. Там и русские были, кстати, один немец был вант. Вот. Но это в основном был цвет мордовской интеллигенции. Там были все профессора. После этого в Саранске ни одного профессора не осталось. Понимаете? Но дело не в том, что... Утром вот их вытащили, положили на грузовики, накрыли брезентом и повезли, да, в том числе вот в Ленскому роднику. В отношении, вот по Коммунистической и туда. Да, Полян. Через телецентр вот туда, да, повезли. Об этом как раз вот Илларион Сергеевич, он пишет об этом. Вот кто хочет узнать, что здесь творилось, как, вкратце рассказать об этом я, понятно, что просто не успею, не могу. Это прочитайте книгу Иллариона Сергеевича Поздяева, у него «Сибиряк» псевдоним был, «Как я был репрессирован в Мордовии». Вот он все детально все это описал. Если позволите, я некоторые выдержки прочитаю из его книги. Сибиряк, потому что он в Сибири некоторое время работал. Он взял этот псевдоним. Держите. Да, конечно. До этого... Это вы из своей монографии, да? Это из его. А, ваша. А это я включил эту книгу, вот как раз материалы той конференции 92 года, репрессии 30-х годов в Мордовии, их последствия. Я просто его, здесь много статей, и в том числе... Я взял в библиотеке эту скоро, но пока не прочитал, обязательно прочитаю. Вот что он пишет. Что? Ну, когда Вейзагера убрали, а пришел Красовский, они все думали, что будет облегчение. Написали ему жалобы. Кстати, он поддерживал, давайте жалобы пишите. И вот все, кто жалобы писал, потом их страшно избивали и так далее, и так далее. Вот он пишет. Наоборот, обстановка резко ужесточилась. Внутренняя тюрьма НКВД стала при Красовском настоящим домом пыток. Из всех следственных кабинетов раздавались стоны и истошные крики избиваемых арестантов. Особенно душераздирающими были вопли девушек-подросток и женщин, дочерей и жен арестованных, в кавычках, врагов народа. Многие не выдерживали пыток, умирали, кончали жизнь самоубийством, сходили с ума. Красовский применял методы физического воздействия и к бывшему наркому внутренних дел Ванду и так далее, и так далее, и так далее. Его тело, значит, было кровоподтек, черных от побоев и прочее, прочее. Далее. Вот теперь его памятник стоит у Богоявленских родников, как раз Министерство внутренних дел. Поставили. Вот, да, вы тоже там на открытии были. Я был, да, меня пригласили, я рассказал, что происходило при этом. Вот он далее пишет. 6 месяцев меня били, пытали, уламывали, чтобы я подписал то, что сочинили Смирнов, Безулович, Филатов, другие следователи, допрашивавшие меня. Избитого, с вылезшими из орбит глазами, свернутым носом, высунутым языком, всего в крови. Меня как страшилище таскали по кабинетам, где велся допрос других арестованных. Допрашиваемые первых секретарей Ордатского и Большевиковского райкомов, там он перечисляет, значит, кому его показывали. И так далее, и так далее. Не знаю, удалось ли таким образом следователям сломать их, но продумано это было изуверски. Смотрите, вы думаете, что будет, и дальше, если будете дальше молчать, то вас ждет такая же участь. Короче, через полгода таких мучений я подписал все, что мне подсунули следователи, даже не читая написанное. Мне было все равно. Я знал, что из тюрьмы живым меня НКВД не выпустит, и подготовился в этой тюрьме умереть. Я знаю, что подписывали следовательскую галиматью и другие арестованные. И пусть нынешние читатели не считают нас трусами и слабаками. Мы ими не были. Просто современному человеку трудно представить тот ад, который довелось пережить мне и моим товарищам по трагедии в тюрьме. Жизнь человеческая ничего не стоит. Человека могли забить до смерти на допросах, уморить голодом, застрелить при попытке к бегству. Мало ли еще каких смертей могли придумать озверевшие от крови следователи человеку, чья судьба и жизнь была полностью в их власти. Вот он перечисляет так называемых следователей, которые наиболее отличались в пытках. Чигирев, Исайчиков, Лопудов, Свегин, Эдельман, Шустин, Лысых, Бичугов и так далее. Вот когда я это, в общем-то, осознал, если можно так выразиться, спасибо, то мне было просто страшно.
И вот сейчас у нас проходит Страстная неделя. Спасибо. Страстная неделя. По всем каналам, по многим каналам идет информация, передачи о пытках Иисуса Христа, об издевательствах над Ним. И вот иногда невольно приходит мысль, что палачи иудеи, они далеко уступали сталинским изуверам в деле пыток, издевательств и всего прочего. Это была страшная Голгофа для всей страны. И пытки происходили в этом здании, в котором мы сейчас вот, находимся. Да, вот на этом месте было эти Когда здания. снесли это здание? Снесли это уже при Анатолии Ивановиче Березине. 70-е годы? 70-е годы. Да, что я еще хочу добавить? Тут же все это на улице было, как говорится, происходило, и крики и так далее. Чтобы не было слышно криков вот, пытаемых людей, то здесь, я еще помню, стояли столбы, и на них были такие репродукторы алюминиевые. И вот через них гонялась громкая такая бравурная музыка, типа «Легко на сердце от песни веселой». А во дворе тюрьмы стояли машины без глушителей, которые газовали и вот заглушали вот эти крики. Вот что было. Это было поздней ночью? И ночью, и иногда и днем, когда как. Все. В 70-е годы снесли. Кстати, в Саранске был очень красивый центр. Эти здания сами по себе, они были очень красивые. И за многими из этих зданий, и вот там еще было здание туда уже по улице Льва Толстого. Она почему названа улица Льва Толстого? В одном из зданий останавливался Лев Николаевич Толстой, когда проезжал от Арзамаса, после Арзамасской тоски до Саранска, а потом к себе на Тулу. И они были связаны со многими другими выдающимися деятелями того времени, которые приезжали в Саранск. Василий Осипович Ключевский, Салтыков-Щедрин здесь был знаменитый. И вся вот эта история, она была снесена. Это, конечно, было преступление против культуры. Нельзя вот этот элеватор был возводить на месте исторических зданий. Снесли практически весь исторический Саранск. Вот что произошло. Так вот, теперь я что хочу сказать. Вот в результате всех этих репрессий, кстати, многие неверно понимают слово репрессии. Обычно, если вот человека немножко расстреляли, он репрессирован. А если, посадили, там, подержали, там, побили, да, отбили, там, легкое, два, все это ерунда, да, так себе. Нет, по законам российским репрессированы это каждый арестованный, несовершеннолетние дети арестованы, лишенные избирательных прав, ущемленные каким-то образом каких-то других политических акций. Все это репрессировано. Вот если это взять, то точно половина населения Мордовии была репрессирована. К чему эти репрессии привели? Я вам скажу. Население Мордовии росло до 30-го года, как раз до начала коллективизации. Несмотря на голод, несмотря на гражданскую войну, оно росло. Как только началась коллективизация, оно стало убывать. В 1930 году на территории Мордовии прожил 1 400 000 человек. К 1939 году осталось 1 149 000, на 250 000 меньше. Причем прирост ежегодный тогда был, естественный. В начале периода, в 30 году, 30 000 в год. В 1939 году, там, 40-м, 20 000 в год. То есть он уменьшился. В среднем 25 000. Вот если за 10 лет 250 000, то плюс абсолютно 250 000. То есть население Мордовии в абсолютных величинах уменьшилось на 500 000 человек. Это больше трети. Вы понимаете, что произошло? Это геноцид? Это натуральный геноцид. Ни одна республика, ни одна область Поволжья не понесла таких потерь. Но они все понесли, и вся страна. Я же вам сказал, в России сломали хребет. У него отбили, мозг отбили в России. И сейчас вот когда вот эти люди начинают говорить, вот там Сталин, крупная фигура, это крупный преступник, величайший преступник, который сделал эти вещи. Но многие не понимают. Они вот мы под его руководством войну выиграли. Они не понимают, что его действия эту войну и вызвали в значительной мере. А потом выиграл народ не благодаря ему, а вопреки ему. Он уничтожил всех способных генералов накануне войны. Разобрал старые границы, вовремя не построили новые. И потом немцы поэтому и напали так внезапно. И поэтому до последнего не готовил войска. Нет, это провокация. Нет, не провокация. Когда предупреждали, вот война, уже. А потом первые 3 приказы, которые пошли от Сталина, там, через Жукова и Тимошенко, ну это же анекдот, что они делали. Они что говорили? Значит, уже за 2 часа до нападения немцев, за 3 часа до нападения немцев, солдат тихо собрать. Одно дело, если
отдать приказ, быстро все соберутся, там, и тут тихо, поднять солдат, одеть, там, вооружить, вывести в окоп, но не поддаваться на провокацию. То есть не стрелять. У тебя будет стрелять, ты не стреляй. Видите, что произошло? И вот эти первые, их просто расстреливали, как слепых котят всех. Самолеты стояли на аэродромах, никто не поднимал, запрещали поднимать самолеты и прочее. Люди были в лагерях. Все это его вина прямая. А его сейчас некоторые говорят, вот, Сталин, да еще портрет его. Кстати, это портреты не Сталина, это портрет его двойника, это вы знаете. Нет. Сталин, не знаете, Нет. да? Там есть, у него было несколько двойников, и один был красивый двойник, и вот этот двойник, значит, там благообразный, вот он там в регалиях, вот этот портрет везде Сталина показывают. Сам Сталин ведь был очень некрасивым человеком. Ну, может, не двойник, но оспой. просто приукрасили его портрет, чтобы ему самому понравилось. Ну, говорят, дневника. Двойника, прошу прощения, да. Потому что сам он был покрытый оспой, длинноносый, там, черный, лицо кавказской национальности. Хотя это неправильно выражение. Видите? Владимир Кузьмич, а почему народ наш поддержал все-таки большевиков и в гражданскую войну? Во время учительного собрания в Москве, в Петербурге, в армии, на флоте большинство за большевиков голосовали. А потом все равно, почему народ не противостоял этому грабежу? Большинство за большевиков не голосовало. Я вам сказал, большинство голосовало за эсеров. Это не только В Москве, в Мордовия, Петербурге. в Москве, в Петербурге. А в армии, на флоте? Это города, потому что эсер все-таки крестьянская партия считалась. Они традиционно голосовали за рабочие партии. А большевики считались Так в столицах самые партией. просвещенные люди были, и большинство из них голосовали за большевиков. Да нет, я не согласен с тем, что большинство. Большинство населения, да, но не большинство просвещенных людей. Потому что к этому времени, тогда еще большевики, вы знаете, не было ни красного террора, были общие лозунги. Ленин, это же интеллигентный человек, очень умный. Дворянин. Дворянин, да, кстати, обаятельный человек он был. Поэтому его харизма тоже сыграла в этом. Ну вот обманулись, ошиблись, и вот что? цена неправильного выборах, на участие в выборах. Да. А что касается после разгона учредительного собрания, да, основная масса очень, так сказать, индифферентно отнеслась к этому делу, что там происходит. Но это опять-таки, мы 500 лет в крепостном состоянии были, мы же не научились быть активными деятелями, быть гражданами. Нет. А какие мы до сих пор считаем, что власть вот там сделает и все такое. А это очень опасно, потому что когда власть начинает делать все, что ей нравится, и особенно власть на местах, то все, как говорится. А какие мы выводы должны извлечь из той ошибки, которую допустило наше общество, поддержав большевиков и не сопротивляясь большевикам? Когда еще была возможность их убрать? Нет, тут очень сложно. Вот вы читали сибиряка, да? А что эти люди? Основная масса не знала, что происходит. У сибиряк-то он был большевик. Да. Большевики, они были. Это большевиков. А в основном наиболее активная часть она была большевистской. Потому что кто был не большевистской в ходе гражданской войны, всех активных либо перестреляли, либо они эмигрировали. Это уже когда поздно. А когда еще можно было изменить? Почему? А тогда просто многие не понимали, что происходит. Выводы какие мы должны извлечь? Вопрос интересный. Какие выводы? Выводы каждому быть гражданином, что это значит? Какую-то внутреннюю самоцензуру и пытаться как-то подавать голос против несправедливости, пытаться обязательно не молчать, по крайней мере не молчать. Вот это значит быть гражданином, Это да? значит быть гражданином. Я понимаю, что в разных условиях призывать каждого человека к тому, чтобы он пришел, вышел на площадь и начал кричать и так далее, это невозможно. Я понимаю, потому что у каждого человека семья, ему надо кормить детей, ему в конце концов надо выжить, забота о родителях и прочее, прочее. Это многие вещи, они просто самоубийственны. Но если где-то какое-то гражданское действие против несправедливости есть, то я считаю, что его надо поддержать. А почему в Мордовии около 1 миллиона человек, а вот о репрессиях публично Уже рассказывают? Не даже уже 800 тысяч. 800. А вот о репрессиях, правду вот эту, которая очень важна, говорит всего несколько человек. Вы, Надькин Тимофей Дмитриевич, книги написал о коллективизации. Вас там на 2 руках можно перечислить, или даже на одной. Все правильно. Большинство людей до политики, им как говорится, извините за жаргонизм, до лампочки. Да это даже не политика, это даже правда. Правда.
люди, то здесь много причин, я считаю. Это даже не так основная страшно. масса считает, что это было где-то давно, это уже история, как при Иване Грозном. Что сейчас тут на эту тему говорить и вспоминать? Понимаете? Потом есть еще такое качество у людей — забывать плохое. Люди не хотят вспоминать плохое. Не хочется. Даже вот на уровне генетики где-то, не хочется. Потому что это травмирует душу и мешает жить в конечном счете. Люди вот на это не хотят обращать внимание. Но об этом надо думать. И вспоминать обязательно. И говорить надо обязательно, чтобы люди понимали. Я уже сказал, произошла страшная вещь. Понижен уровень нашего генофонда. Распад Советского Союза как раз следствие этого понижения этого уровня. И роли России в рамках Советского Союза. Понимаете? На полминуты прервемся, конец первой части.